Здравствуйте! С вами Дарья Таткина, ведущая первой в нашей школе телепрограммы. Февраль выдался жарким на события, хотя погода за окном не особо радовала. То ветер, то вьюга, то снег. Однако в школе царила веселая атмосфера, заряженная конкурсами, олимпиадами, спартакиадами. Вот и наша команда решила создать в школе абсолютно новый формат – школьное телевидение. Зимний фестиваль ГТО, конкурс писателей «Я автор», спартакиада ДОСААФ, школьный чемпионат «Что, где, когда», России верные сыны, первые пушкинские чтения. Мы упомянули далеко не все события, которые происходили на базе нашей школы. Наиболее подробно об этом вы можете узнать на странице школьной газеты «Профитроль» и на сайте школы. Мы же решили остановиться на двух более важных датах. И это не 14 и 23 февраля, а 8 и 10. В эти дни для России произошли два наиболее важных события – День науки и День памяти Пушкина. Как оказалось, не все знают, что в календаре есть эти праздники. В День памяти Пушкина 10 февраля мы решили напомнить сыктывкарцам, что факты из биографии великого поэта нужно знать, несмотря ни на что. Об этом вам расскажет наш специальный корреспондент Юлия Метелева. Сегодня, 10 февраля, в России отмечается День памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня мы хотим проверить наших учеников и учителей на знание об этом великом писателе. Знаешь ли ты, что сегодня, 10 февраля, отмечается День памяти великого украинского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина? Да, я слышала. Не знала, на самом деле. Спасибо, что оповестили. Украинского? Вообще первый раз слышу. Да, знаю. А разве он украинский писатель и поэт? Да, знаю. Типа того учитель говорил. Почему украинского? Браво! Вы успешно ответили на первый вопрос. Что ты думаешь о дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Лермонтовым? Не знаю. Ничего не знаешь об этом? Хорошо, что ты вообще знаешь о дуэли Александра Сергеевича Пушкина? Ничего. Думаю, что это было, очень глупо. Он мог погибнуть. Вот. Он смелый был, вот за это ему плюс уважение. Во-первых, Лермонтов жил гораздо позже Пушкина. Ну, не гораздо позже, но позже. И дуэль у них чисто теоретически даже состояться не могло. А что вы думаете о его романе с Анной Карениной? Здорово было, что сказать. Молодец, что он с ней был. Какой же роман с Анной Карениной? Вы о чем? Очень рада за них. Да. Не могло такого быть. Почему? Анна Каренина, по-моему, это персонаж. А какой персонаж? Не помню. Мы еще не читали такое. Я не знаю такого. Это связано с поездом там что-то, да? А что ты думаешь о его жене Арине Родионовне? Это не жена, это няня. А ты можешь процитировать строки из любого произведения Пушкина? Мороз и солнце, день чудесный, а ты все дремлешь, друг прелестный. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой смутнутую нега взора, навстречу северной авроре звездой севера явись. На самом деле в такие моменты очень теряюсь, поэтому вряд ли. Да. Чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я вас любил, любовь еще быть может. Евгений Онегин. Ну еще одно. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Сижу за решеткой в темнице сырой, скорблю на неволе орел молодой. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветрях сидит и так далее.
идет направо, песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Мороз, солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взор, навстречу северной авроры, звездой севера явись. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Я что-то там помню про няню и кружку, и день чудесный. Там на невиданных дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный, там на заре приклынут волны, на берег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасно. О, мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом колдун несет богатыря. Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Опрятней модного паркета блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. Наши корреспонденты оказались в самой гуще спортивных событий. Поэтому сейчас мы посмотрим сюжет с лыжни России. Сегодня, 11 февраля, во всех субъектах Российской Федерации проходит акция «Лыжня России», в которой, конечно же, участвует наша Республика Коми. С нашей школы собралось больше 60 человек поучаствовать в данном мероприятии. В 11 часов они стартуют и должны будут пройти дистанцию в 5 километров. Субботним утром у школы номер 18 можно было увидеть несколько десятков учеников с лыжами наперевес. Организаторы акции отмечали юных лыжников и строили в колонну. Сегодня действительно Россия отмечает знаменательный день, потому что сегодня день зимних видов спорта. И сегодня ученики нашей школы, как и все, в общем-то, большая часть жителей города идут сегодня на лыжню России. Традиционное мероприятие. Более 60 учеников школы номер 18 вышли на массовый забег. Все больше простых любителей активного отдыха участвуют в самой массовой лыжной гонке России. Для некоторых это уже является доброй традицией. Например, для ученицы нашей школы Ани Арефьевой. На лыжню России хожу не очень часто, была на ней 2 раза, и мне это все очень понравилось. Хожу иногда и с семьей, и с друзьями, в основном хожу с семьей. На выходных. На сыктывкарской базе «Динамо» к 11 часам утра собралось более 1000 спортивных сыктывкарцев. Для них было организовано бесплатное питание. Все могли отведать солдатской каши, а также выпить горячего чая. Сколько учеников участвует в этом мероприятии сегодня? Ну вот на вчерашний день у нас было записано 52 человека. Сегодня были еще желающие, несколько человек со своими лыжами пришли. Вот. Много. Всех поздравляем с этим мероприятием. Всероссийский забег у нас обычно по воскресеньям было. Сей раз даже в субботу разрешили детям даже не учиться ради этого. Часто ли наша школа принимает участие в лыжне России? Каждый год участвуем обязательно. А были какие-то призовые места? Нет, у нас эти соревнования здесь не на места, это не соревнования, а просто забеги. Что же будет нашим участникам от нашей школы? А что им будет? Они на лыжах постояли. Во-первых, у нас лыжная подготовка по программе. На первом месте в 3-й четверти обязательно, поэтому на лыжах постояли, 5-ки-то точно получили. Репортаж с места событий. Юлия Метелева, Анастасия Черкова и Арина Трышкина. Школьные новости. 8 февраля в России отмечается День науки. Мы решили выйти в коридоры школы и спросить у всех учеников от мала до велика, что они думают о великих научных открытиях. Каких российских ученых вы знаете? Ломоносов, Менделеев, Яблоков, Королев. Менделеева. Менделеев. Я не знаю. Я не знаю никаких ученых российских. Какие там еще вопросы есть? Ученых у меня прям ступор вели, вы чё? Если говорить о российских ученых, их огромное количество. Я могу вам назвать некоторых из курса географии. Например, Василий Васильевич Докучаев, Николай Иванович Вавилов, дальше можно Лермонтов, Ломоносов и так далее. Нет. Нет. Попов. Менделеев, в принципе. Прославил нашу Россию Михаил Васильевич Ломоносов. Я могу назвать таких ученых, как
Я надеюсь, вы это вырежете. Я предоставляю слово Анне. Ломоносова знаю. Ученый Боб. Что это за ученый? Не помню. Это очень сложный вопрос, надо долго думать. Ломоносов, он ведь это... Ломоносов. 4 варианта ответа будет? Нет. Тогда ученый номер 1 Ломоносов, из-за которого все и началось, я имею в виду праздник 8 февраля. Я назову Леонарда Эйлера, нашего главного математика, который по происхождению был швейцарцем, однако заложил основу математической науки в России. Ломоносов. Тоже Ломоносов. Ученый великий для меня Циолковский. Ломоносов. Тоже Ломоносов. Ломоносов. А чем он был знаменит? Он организовал первый государственный университет, он много вложил в Россию. Ломоносов изучал очень много наук сразу. Ныне живущих или уже Любых. Капица, его все знают. Ландау, да множество. У меня много знакомых ученых, которых я знаю. Конечно, Дмитрий Иванович Менделеев, Михаил Васильевич Ломоносов и многие другие. Каких российских ученых вы знаете? Я не могу говорить. Нет, еще нет. Знаете ли вы, чем эти ученые знамениты? Да, например, Менделеев создал периодическую систему элементов химии, Яблоков изобрел лампочку, а Королёв изобрел ракету. Ну, например, Ломоносов, вы знаете, чем он знаменит? Ампер, сила тока, Паскаль — это давление. Ну, химик прикольный такой. Чем знамениты? Ну, периодическую систему Дмитрия Ивановича Менделеева и закон, соответственно, наверное, знают все. Дашенька, знаешь ты этот закон? Знаю. Очень хорошо. Хотели бы вы сами быть ученым? Ну, скорее нет, чем да, потому что это не очень перспективно в нашем веке. Не знаю даже. Ну, не особо хочется. Нет. Да. Почему? Не знаю. Это такая интересная работа, можно принести кому-то пользу. Не в России, да? Наверное, у меня нет таких способностей, возможностей. Ну, хотелось бы. Почему? Не знаю. Интересно проводить опыты всякие. Возраст уже не позволяет, наверное. Ну, а в детстве, например, или в юношестве? Но хотела бы стать, но не в области географии. А в какой именно области? В медицине. Да, в принципе, ну, не знаю. Не, Почему? не знаю, что-то. Скучно. Да, я хотела бы стать ученым, но как бы чего-то мне для этого не хватило. Да. Нет. Почему? Что есть работы по востребованию. Это интересно открывать, что-нибудь исследовать. Каждый день ученые открывают что-то новое, и мне тоже хочется каждый день открывать что-то новое. Может быть, это были детские мечты, но теперь я уже ученая, так сказать, детских душ. Нет, Почему? сложно. Да. Хотели бы вы сами стать ученым? Нет. По какой причине? Мне нравится совершать опыт. Я хочу узнать больше новых вещей. По какой причине? Я недостаточно умна. У меня ум практический, а это надо быть великим теоретиком, фанатиком и человеком философского такого содержания. Я не такая. Стать ученым, пожалуй, слишком большая ответственность перед будущими поколениями. Давайте я буду выращивать ученых сегодня. Мы провели опрос учеников школы номер 18 и выяснили, что они знают о российской науке и о российских ученых. С вами была корреспондент школьного телевидения Таткина Дарья и оператор Арина Тырышкина. Это все новости на сегодня.
Как вы заметили, у нашего телевидения пока нет названия. Мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на самое креативное. На первом этаже будет стоять специальный ящик, в который вы сможете бросить свои варианты и предложения. В следующий раз мы увидимся с вами в конце марта. С вами каждый месяц школьное телевидение. Пока!